В период с 1986-87 годов репрессивная машина сбавила обороты. В этот промежуток времени не было ни одного политического процесса над крымскими татарами. Вы смотрите 4-ю лекцию проекта «ДЕРС. История национального движения». В стране была объявлена перестройка. Практически вручную внедряемая гласность расширила границы возможного для печати. Тема преступлений против народов вновь оказалась на повестке дня. Власть меняет тон в оценке значимости крымско-татарской проблемы. Советская интеллигенция поддерживает крымских татар. Первая ласточка – сообщение ТАСС. Впервые официально прозвучало некоторое осуждение действий власти в отношении крымских татар. Внутри самого национального движения тоже время перемен. Совещания инициативных групп крымских татар выходят на новый уровень. В апреле 1987-го в Ташкенте в доме Мустафы Халилова состоялось первое всесоюзное совещание активистов. Было принято решение о делегировании 16 представителей для встречи с Горбачевым. Поводом для второго совещания активистов стала голодовка Бекира Умерова в Крымске. Делегация крымских татар в Москве совершила привычный набор действий. Встречи с правозащитниками, рассылка обращений и писем во все политические и административные инстанции, общение с редакциями зарубежных и советских СМИ. Встречи с партийным руководством не приносят результата. Это вынуждает крымских татар перенести свой протест на главный политический символ страны – Красную площадь. Небольшая группа людей, 120 человек, в июле 1987 года выходят на Красную площадь с плакатами. Мы будем находиться здесь столько, сколько нужно для решения нашего национального вопроса. Уже в этот же день группу крымско-татарских делегатов повторно приняли на высшем уровне. Но обещания партийных бонс не устроили протестующих. Крымские татары повторно собрались на Красной площади. Это была многочасовая сидячая демонстрация. Власть ответила новым сообщением ТАСС, где практически повторила весь сталинский набор обвинений в адрес крымских татар. Крымские татары ответили волной протестов практически во всех городах и селах бывшего СССР. Позже власть начала оправдываться и встречаться с крымскими татарами на поспешно созданных комиссиях и комитетах. Представителей Государственной комиссии, выезжавших в союзные республики и области, где проживает основная масса крымских татар. Но главный политический символ страны уже был покорен. В это время внутри самого движения идут активные дискуссии относительно форм протеста. Одна группа была сторонницей радикальных действий, забастовок, постоянных митингов, которые часто заканчивались разгоном и избиением. Группа, возглавляемая Юрием Османовым, считала, что решать национальные проблемы надо в диалоге с властями, а возвращение должно быть организованным. Разделились мнения и относительно Крымской АССР образца 21 года. В конце 80-х события развивались с большой скоростью. Советский Союз доживал последние годы. Времени для дискуссий больше не оставалось. Крым переставал быть несбыточной мечтой. Он стал осязаем. Возвращение крымско-татарского народа на родину было уже не остановить.